У выпускников школ профтехучилищ Кыргызстана появилась прекрасная возможность поступить в один из престижных университетов России. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет получил право самостоятельного отбора иностранных студентов из стран СНГ. По особой квоте в этом году мы осуществляем набор дополнительно 7 человек, кроме общего конкурса, где все желающие могут принять участие. Поэтому надеюсь, что с использованием права на особую квоту количество граждан из Кыргызстана, обучающихся в МАДИ, будет увеличиваться. Мы только рады. Желающие могут принять участие в конкурсе «Все дороги ведут в МАДИ». Он будет проводиться в форме онлайн-тестирования по математике. Участие в конкурсе бесплатное, вся информация на сайте вуза. Ключевые даты: до 15 апреля регистрация для участия в Олимпиаде, 17 апреля тестирование по математике. То есть мы стартуем фактически 17-го, но зарегистрироваться надо до 15-го. Поэтому информация на сайте есть. Все мы проводим в формате онлайн, не надо никуда ездить, отрываться от места своего жительства, попробовать свои силы можно прямо из дома, поэтому приглашаем принять участие в нашей Олимпиаде. На сегодня в вузе грызут гранит науки более 10 студентов из Кыргызстана. Батыр Сталбеков – один из них. В этом году он заканчивает магистратуру. Овладел знаниями по строительству мостов и тоннелей. Мечтает избавить Бишкек-Ош от пробок. Вы, наверное, видели в Москве, в таких больших городах. И вот у меня в целях, чтобы построить такие же, например, монорельсы, может быть, и в будущем метро, мосты такие разные. Батыр призывает абитуриентов выбирать те профессии, в которых остро нуждается страна. Я выбрал именно такую тему, которая будет необходима и для Кыргызстана, и чтобы в дальнейшем, чтобы это применялось и на практике. Да? В России учатся около 16 тысяч студентов из Кыргызстана, больше половины из них на бюджетной основе. На встрече с диаспорой в Москве президент Садыр Джапаров отметил, что квоты на бесплатное обучение будут увеличены. Работа в этом направлении ведется и со стороны посольства. Глава диппредставительства Гульнара Клара Самат провела ряд переговоров с руководством Министерства просвещения России. И предварительно у нас уже есть информация о готовности российской стороны увеличить квоту. Например, за 2021 учебные годы Россия предоставила 370 квотных мест целевых. В этом году эта квота будет увеличена, но пока количество конкретно не обозначено. Кроме этого, посол инициирует проект «Первая профессия». В рамках его реализации дети соотечественников смогут получить среднее специальное образование. Мы сейчас предварительно и в Совете Федерации договорились о том, что в Совете Федерации будет проведен правительственный час, именно посвященный этой тематике. Российскую сторону очень заинтересовал этот проект. Отмечу, по итогам визита главы государства в Россию была достигнута договоренность о строительстве 7 школ-интернатов в регионах Кыргызстана. Работа в этом направлении уже началась. В страну прибыла большая делегация во главе с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Они посетят предполагаемое место строительства образовательных учреждений. Кроме этого, российская сторона окажет помощь в цифровизации школ республики. Мирбек Мулдакунов, Аскар Уланулу, Алату 24, город Москва.